أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Всевышний Аллах создал в этом мире все попарно, и каждому определил пару. وَلِكُلِّنْ أَزْوَاجٍ. Вот для всякой вещи есть своя пара. И у человека своя пара. И человек должен найти свою пару и создать то маленькое общество, которое Аллах Субхану ва Тааля определил, сказав, что это семья. Семья – это маленькое общество, семья – это маленькое государство, маленькая ячейка общего джамаата, общей общины. И определил между вами милость и любовь. Вы должны признавать права друг друга, должны охранять права друг друга и выполнять свои обязанности друг перед другом. Аллах Субхану ва Тааля создал и женщину законченной, и мужчину законченными существами. Они оба отвечают перед Аллахом одинаково. Они оба существуют по повелению Аллаха. Только Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я создал одного из вас чуть выше из-за того, что дал ему силу мышц и дал ему возможность найти, искать и находить пропитание для своей семьи. То есть ар-риджалю каввамуна аля ниса. Мужчины стоят над женщинами ввиду того, что Аллах Субхану ва Тааля своим фазилятом, Он удостоил своим величием мужчину для того, чтобы он был тем, который обеспечивает свою семью. И Аллах Субхану ва Тааля неоднократно повторяет, что обязательно соблюдайте права друг друга. Обязательно. Почему? Потому что если будет порядок в семье, и будет порядок и в обществе. Зависит от семьи. Дети, которые воспитаны в нормальной, в хорошей семье, будут нормальными, хорошими членами этого общества. Также Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что «Куллю мавлюдун юлиду аляль фитра». Каждый рождающийся ребенок рождается в своем естестве и зависит от его родителей, кем они станут в дальнейшем, в каком вероисповедании они будут. Зависит от родителей, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Охраняйте права друг друга, выполняйте обязанности перед друг другом. Знайте, что у каждого свои обязанности, у каждого свои права. Но если вы не находите причину для сосуществования в своих взаимоотношениях, если у вас какой-то получается раскол, то в данном случае Аллах Субхану ва Тааля определил, в отличие от других религий, Он определил, что можно расстаться, что можно уйти друг от друга, но только это должно быть особой причиной. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в данном случае говорит, что «Инна аб'ад аль-халяли иля Аллахи талак». Самый ненавистный для Аллаха есть одно халяль, то есть это халяль, это разрешено Аллахом, но оно ненавистно для Аллаха, это талак, это развод. То есть Аллах Субхану ва Тааля не любит, чтобы семьи распадались. Почему? Если с человеческой точки зрения рассматривать, почему же Аллах Субхану ва Тааля не любит, то мы найдем, что распад семьи отражается на психике этих людей и в то же время отражается на психике детей, и дети будут ущемлены в правах, потому что любому ребенку нужна любовь обеих родителей. Семья – ценнейший институт общества. Только в семье воспитывается полноценный человек. Да, если по тем или иным ситуациям, по тем или иным причинам, если ребенок воспитывается в неполной семье, он тоже достигает высших уровней, достигает высшего состояния в этом обществе. Он может стать и очень хорошим человеком, но в основном
в основном человек должен воспитываться в полной семье. Потому что Аллах Субхану ва Тааля создал все попарно в этом мире. Аллаху аль-Витр. Только Аллах един, Аллах Субхану ва Тааля един. Ахад. Он лам ялид ва лам юляд. Он не нуждается в родителях, и он сам не рожал никого. Валам якулляху куфуан ахад. Нету в сравнении с ним никого в этом мире. Он единственный, он всемогущий, он пропитающий нас, он дающий нам пропитание, он дающий нам радость в этом мире, он дающий нам жизнь, он дающий нам смерть. Только Аллах Субхану ва Тааля един. Все остальное в этом мире попарно. Все. Из-за этого только в паре, только в семье человек находит успокоение, находит радость. И человек, если же решил, если эта пара, если эта семья решили разойтись, разбежаться, то в данном случае Мухаммад ﷺ нам говорит, что сначала, если что-то вам не понравилось, начала иссякать любовь. В основном это так и происходит. Вроде те чувства, которые были до свадьбы, те чувства, которые возникли при первом видении этого человека, когда он увидел, и которое возникло в сердце, где-то внутри, в груди, возник пожар вот этих чувств, хотя это еще невозможно назвать любовью, потому что любовь появляется только в процессе жизни друг с другом, в процессе долгой жизни. Любовь определяется, как она состоит из взаимопонимания, взаимоуступчивости, взаимодоверия. Если люди понимают друг друга, уступают друг другу, доверяют друг другу, и действительно плюс к этому изначальное чувство притяжение друг к другу, которое мы называем любовь, вот это называется цельная, полноценная любовь. Но если этого не произошло, если что-то в душе, какой-то винтик сломался, и Аллах Субхану ва Тааля дает возможность разойтись, развестись. Но Аллах Субхану ва Тааля не любит, Аллах Субхану ва Тааля ненавидит, говорит Мухаммад ﷺ. Но все равно Мухаммад ﷺ говорит, что если вы нашли друг друга, если вам не нравится какая-то сторона, ищите ту другую сторону, из-за которой вы можете обратно полюбить своего близкого мужа или жену. И попробуйте исправить. Если возникла какая-то ссора, если возникло какое-то недопонимание, Аллах Субхану ва Тааля говорит, возьмите судью из ее семьи, из его семьи, то есть посредников возьмите. И пусть они успокоят этих двух людей, пусть они обратно постараются что-то исправить, пусть они договорятся. Если же вы обратно что-то решили вместе остаться, то это самое благословенное и самое лучшее, потому что талак, развод, ненавистен. Но если вы разводитесь, говорит Аллах Субхану ва Тааля, обращаюсь к пророку в сурате Талак. Я айюхан наби, о пророк, ида талактум ан-ниса, если вы хотите развестись со своими женами, придерживайтесь того временного пространства, того времени, настолько, то есть выдерживайте то время, ридда. Для чего нужно выдерживать время? Некоторые думают, что чтобы не остался ребенок, и чтобы он не вырос сиротой при живых родителях. Нет. Самое основное, самое первое, может быть, вы одумаетесь и вернетесь друг к другу. Может быть, вы поймете, что это глупость, совершаете глупость и вернетесь друг к другу. Самый хороший человек перед Аллахом и тот, который получает очень сильное вознаграждение, это тот человек, который помогает обратно сойтись двум поссорившимся влюбленным мужу и жене. Самый плохой человек, который входит в семью и разрушает эту семью и приводит к разводу. Приводит этих людей к разводу.
Если сегодня посмотреть на нашу сегодняшнюю ситуацию, нашу жизнь, очень много молодых людей, особенно в исламе, стали безответственными. То есть они сейчас взяли вот этот никах и талак как игрушку. Захотел, прочитал никах. Ищут в фикхе те какие-то выходы и те какие-то для себя легкие моменты для того, чтобы прочитать никах. Прочитали никах и живут отдельно друг от друга. Один живет у родителей, другой живет у родителей. И продолжают свою жизнь и говорят, что это вот наша семейная жизнь. Для чего? Когда спрашиваешь, почему вы это делаете, они говорят, ведь все общество так делает. Мы же тоже хотим ходить по улице, взявшись за руки. Мы же тоже хотим с друг другом обниматься, говорят они. Так же, как и все члены этого общества. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, предупреждает, что самый большой грех – это зина. Невозможно обмануть себя. Невозможно. И если ты женишься, то значит создаешь семью для того, чтобы обеспечивать семью, если ты мужчина, или для того, чтобы служить своей семье, если ты женщина, для того, чтобы рожать детей, для того, чтобы это была полноценная семья. И потом через некоторое время, когда они надоедают друг другу, потому что они ничем не обременены, у них нет никакой ответственности, просто прочитали в тайне от родителей или от соседей, или от чего-то. Хотя Мухаммад, саллаллаху говорит, что если вы сходитесь и создаете семью, бейте в барабан, чтобы услышали все соседи, чтобы услышали побольше людей. Почему у нас в ханафитском мазхабе обязательно это условие, чтобы были свидетели, чтобы люди видели, знали, чтобы общество знали, что создалась новая семья. И вдруг через некоторое время то действие, называемое никах, превращается в обузу для обоих. То есть, может быть, они находят еще более красивее, или что-то, просто как идут, подчиняясь своим животным чувствам. Они говорят, лучше совершить никах, чтобы не совершить зина. Но если читаем Коран, мы же видим, если ты боишься совершить зина, и если у тебя нет возможности жениться, то постись, держи уразу. А опять бросают друг друга, и в то же время, ладно, если они остались, у них не появились дети к этому времени, они бросают этих детей и оставляют сиротами при живых родителях, уходят и даже не помогают. Хотя Аллах Субхану ва Тааля говорит, что заботьтесь о своих детях, у них есть свои права. Ты как мужчина, если ты развел жену, ты должен обеспечивать ее, обеспечивать до того момента, пока у нее не закончится гидда, так же, как я обеспечил ее, как будучи женой. И после этого, если у тебя остался ребенок, ты должен обеспечивать и этого ребенка. Почему он должен ходить сиротой при живом отце? И некоторые очень легко смотрят на такие вещи. Говорят, что я вот могу жениться, могу развестись. Развестись, 3 раза проговорил талак, и все, на этом закончилось. Все, ушла, и я ушел. Нет, существуют свои нормы и свои законы. Есть понятие фикх, понятие шариата. Нельзя, основываясь на своих доводах, взятых откуда-то из интернета или вычитанных где-то в каких-то сомнительных брошюрках, основываться на этом, за это ты будешь наказан. Потому что инна аб'адаль халяли иля Аллахи талак. Потому что самое ненавистное, хотя это халяль, это ненавистно для Аллаха. Если Аллах ненавидит, и если ты нарушил какой-нибудь закон или что-то ты нарушил, тебе за это придется отвечать.
Должна быть ответственность. Мы думаем, что будем жить вечно в этом мире. Нет. Придет время, вырастут эти дети, которых бросили на полпути. Только те, которые женились в угоду своих низших чувств, в угоду своего шахвата, а потом бросили, они вырастут когда-нибудь. Они призовут к ответу, когда вырастут. Еще плюс Аллах Субхану ва Тааля призовет к ответу. В судный день, еще до судного дня есть понятие могилы. Еще в могиле придется отвечать за эти вещи. То есть за каждый наш вздох, за каждый выдох, за каждую крупицу, за каждую ресинку, за каждый кусочек хлеба, за каждый глоток воды, за все, за каждое наше действие мы будем отвечать. Мы это должны понимать. Если разводитесь, если что-то не понравились друг другу, будучи семьей, не то, что, которое я сейчас рассказывал, будучи нормальной, полноценной семьей, если вы жили и вдруг у вас, не получается, развелись, да, но если у вас есть дети, нужно продолжать их обеспечивать. Им же тоже хочется жить. И не оскорбляйте, если вы разводитесь, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Не удерживайте ее, свою жену, так, чтобы она не могла определить свою судьбу дальше. Пусть она тоже создает свою семью. Пусть она тоже живет хорошей жизнью. Не только мужчины должны жить потом вольготно, после того, как он пожил немного, потом развелся и вышел на вольные хлеба, начал жить вольготно. Нет. И если у тебя есть возможность жить с семьей, и если у тебя есть возможность как-нибудь склеить недопонимание друг с другом, то лучше сохранить семью, говорит Мухаммад ﷺ. Но если уже не вмоготу, если уж действительно невозможно жить, то лучше, конечно, как говорит Мухаммад ﷺ, по-хорошему, по-человечески совершить талак, развестись. И знать, что все равно талак ненавистен Аллаху. Есть несколько видов талака, которые определяются сейчас, все об этом вроде читают, под себя подкраивают, подстраивают. Но для того, чтобы определить, как он действительно развод должен быть, для этого существует фикх, шариат, и те люди, которые могут нам объяснить этот фикх. Какими мы бы умными не были, нужно обращаться к тем людям. «Фас'алу ахля зикр ин кунтум ла та'ламун», говорит Аллах Субхану ва Тааля, если вы не знаете, а вы не знаете, то обращайтесь к специалистам. Есть для этого казы, есть для этого муфти, которые могут вам объяснить. Есть для этого имамы, которые вам могут объяснить, а могут они, в основном, они постараются сохранить, помочь вам сохранить семью. Аллах Субхану ва Тааля создал нас попарно и между нами вселил, ниспослал любовь и взаимопонимание и определил нам такую жизнь в семье, чтобы мы жили и воспитывали своих детей, и была между нами любовь. Любовь – двигатель этой жизни. Любовь – то, что приближает к Аллаху. Если мы сможем полюбить своего ближнего, свою семью, то с большей вероятностью эта любовь потом превратится в любовь к Аллаху, если мы действительно стремимся полюбить Аллаха и получить Его любовь. Да поведет Аллах нас прямым путем и не заблудит нас. И просим Аллаха, чтобы ниспослал на наши семьи милость, любовь и благодать, баракат, и повел нас праведным путем. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азаб нар. Аллаху акбар.